Душанбе и Бишкек договорились не допускать провокации на границе. Встреча по границе проходила за закрытыми дверями. По итогам очередного заседания Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, который прошел в Душанбе 5-6 апреля, Душанбе и Бишкек договорились не допускать провокации на спорных участках границ двух государств, сообщили ЯП в правительстве Таджикистана. Заседание под председательством вице-премьера Таджикистана Азима Ибрахима и заместителя премьер-министра Кыргызстана Жениша Разакова завершилось подписанием протокола, согласно которому стороны будут интенсивно работать в направлении демаркации и делимитации спорных участков двух государств. Встреча проходила в Национальной библиотеке за закрытыми дверями, поэтому о других подробностях заседания не сообщается. Из 976-километровой линии таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы и демаркированы лишь 504 километра. Напомним, последний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел 13-14 марта. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Аксай-Тамбык из-за близкого ее расположения к границе. Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли 2 граждан РТ и более 20 были ранены. После 5-дневных переговоров делегаций двух стран с участием вице-премьеров поставили точку в очередном конфликте на границе. В рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году. Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай-Тамбык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота, а между Варухом и Хаджала будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Аксай. Кроме того, стороны заявили, что виновники инцидента на таджикско-кыргызской границе 13-14 марта будут привлечены к уголовной ответственности.